тогда переходим к платформе гражданского движения «Даянт». Пытки в Туркменистане не исключение, а системный инструмент власти. Они применяются в тюрьмах, СИЗО, при задержаниях и допросах как метод подавления и устрашения инакомыслящих. Алишер Саатов и Абдулла Орусов – живой пример преступления против человечества. Их похитили власти Туркменистана при содействии Турции на глазах международного сообщества, вопреки Конвенции ООН против пыток и Международному пакту о гражданских и политических правах. Сейчас, когда мы говорим, их пытают. Дома 4 детей Алишера и его супруга живут в страхе и неизвестности. Это преступление не только против человека, но и против человечности. Если мир молчит сегодня, завтра, то ждет правозащитниц Диану Дадашеву и Зарину Ахтямову. Матерей малолетних детей, которые продолжают защищать других, несмотря на угрозы и отсутствие документов. Диана Дадашева – ключевая фигура правозащиты и гражданского движения Туркменистана. Живя без документов и средств, она продолжает бороться за права других. Эти женщины – символ мужества и сопротивления диктатуре. Туркменистан подписал Конвенцию ООН против пыток, но не расследует ни одного случая и поощряет палачей наградами. Безнаказанность порождает новые преступления, включая похищение за пределами страны. Страх стал главным инструментом власти. Люди исчезают лишь за слово правды. Семьи без кормильцев живут в отчаянии и унижении. Наши требования – немедленно освободить Алишера Саатова, Абдуллу Орусова и всех незаконно удерживаемых. Создать международную мониторинговую миссию для инспекции туркменских тюрем. Ввести персональные санкции против виновных в пытках и похищениях в Туркменистане и Турции. Вынести вопрос пыток в Туркменистане на уровень Совета ООН, ОБСЕ и Европарламента. Обеспечить защиту Диане Дадашевой и Зарине Ахтямовой, предоставить им зеленый коридор и международную поддержку. Правозащитная платформа гражданского движения «Даянч» совместно с Международной ассоциацией «Арго» уже ведет документирование фактов пыток и правовую помощь жертвам. Это наш шаг к международной системе защиты прав человека. Особое обращение. Прямо сейчас, когда вы читаете эти строки, Алишера Саатова и Абдуллу Орусова пытают. Молчание международного сообщества делает его соучастников. Сегодня их, завтра Диану, Зарину, послезавтра любого из нас. Благодарю за внимание.